все народы Северного Кавказа объединились в единую республику, создали Горскую республику. Она была признана, как я говорил, некоторыми странами, она пыталась как бы развиваться. Но после того, как в 17 году случилась вот эта так называемая революция, Деникин нападал на нашу Горскую республику, потом нападал и отдельно на Чечению, потом в защиту нас уступал этот большевистский легион, если так можно сказать. И здесь были наши люди обмануты, думая, что они нас защищают, а на самом деле они подкинули некоторые прослабления, и мы думаем, что мы являемся там вот, рабочий класс и все такое. Были обмануты, и республика была захвачена в 18 году наша, уже большевиками. Вот коротко я могу сказать об этом. И эта республика, значит, как я уже сказал, она вошла, территории ее были раздроблены на части, там Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабарда, Осетия, все вот, вплоть от моря до моря, собственно говоря. И мы тогда эту республику возглавлял тогда Топочермоев, это был чеченец, который возглавлял ее тогда, ну его избрали тогда. И затем, когда эта республика была захвачена, они выехали в зарубеж, и так остались в зарубежье и умерли, эти руководители этой республики. То есть еще тогда у нас была своя страна, своя республика, это был, ну скажем, такая федерация республик Северного Кавказа. И вот я что хочу сказать, почему нападают. Потому что во все времена, которые были еще 1700 года, когда Петр I шел на нашу территорию, тогда наша территория была гораздо шире, она доходила вплоть до Каспийского моря. Там линия, которая была у Каспийского моря, нашей республики, была до 400 километров. Об этом пишут сами историки, которые были ну, тогда, в те времена, и сами вот эти вот воспоминания генералов, как они воевали, где воевали, это видно. То есть чеченский народ тогда был одним из самых таких вот ярых противников вот этой оккупации, этой империи, он всегда боролся. И главное дело было в том, что чеченский народ во все свои времена никогда не имел у себя ни князей, ни бояр и ни рабов. Чеченцы не живут в рабстве, они не приемли эту ситуацию. И поэтому чеченцы боролись. Они все это время всегда и прежде жили свободно. У нас даже есть приветствие «приходи свободным», марш Уойго. Так что вот такая ситуация складывалась, и чеченский народ олицетворял защиту, борьбу, противодействие империи был. И вокруг этого народа всегда собирались другие народы, которые хотели вместе с ним изгнать оккупанта. Вот это была причина первая. И потом, после того, как вы знаете, в 1941 году, когда началась война с фашистами, то наши все молодые люди ушли на фронт, а в 1944 году всех наших людей от мала до велика выслали в Сибирь, в Казахстан. И это обвинит нас в том, что мы являемся предателем народа. Хотя на нашей территории не было ни одного немца, ни одна нога не ступала на территорию Чечении. Вот такая ложь против нас лилась. И в 1991 году, когда вот такой вот момент был, собственно, обозначен, и империя развалилась, мы, конечно, сразу объявили свое государство. И оно не то, что объявили, еще будто Советский Союз объявили, а СССР и РСФСР это подтвердили еще будучи в составе СССР. То есть есть документы, есть изменения Конституции, которые произвели и РСФСР, и СССР это принял, я сказал, в апреле месяце. Так что вот такая ситуация сложилась, и после того, как это все случилось, мы приняли Конституцию, о которой я говорил, и лишь после этого мы 12 марта 1992 года окончательно приняли свою Конституцию суверенного, независимого, демократического государства, зная, что мы должны жить только в этом обществе, в демократическом обществе, потому что наше общество воспитано в этом духе и жило.